часов, минут и секунд ожидания в нашей жизни. Кто-то ждет понедельника, чтобы начать новую жизнь. Кто-то следующего месяца, чтобы уйти в отпуск. И в этой бесконечной веренице дней яркими вспышками остаются лишь те, которые оправдали наши ожидания. В начавшемся 21 веке все настолько стремительно, что порой боишься не угнаться за собственными мыслями. Теперь на секунду представьте, сотовой связи нет. Единственная возможность поговорить с человеком – встретиться с ним лично. Никаких скоростных поездов и самолетов, ничего из того, что делает нашу с вами жизнь проще. Именно об этом повествует роман Василия Македоновича Цаголова «Послы гор», романа из трилогии с одноименным названием. Василий Цаголов – народный писатель Северной Осетии, член Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, родился в 1921 году в селении Христиановском. Творчество писателя развивалось под влиянием русской культуры. Еще в детстве он познакомился с произведениями Пушкина и прекрасным переводом на русский язык Майн Рида и Жюля Верна. С русской культурой, историей и традициями русского народа Василий Цаголов продолжил знакомиться в школе, где обучение велось на русском языке. Его первый сборник рассказов «Мой друг Бибо» вышел в 1962 году. Самые известные произведения «И мертвые вставали», «За Дунаем» и «13-й горизонт». В 1965 году появился роман «Послы гор», в 1989 «Послы гор. Ожидания», а в 1996 заключительная часть трилогии «Послы гор. Месть». С первых строчек автор погружает читателя в атмосферу 50-х годов XVIII века, время, сыгравшее одну из ключевых ролей в отношении между Осетией и Россией. Произведение рассказывает о периоде переговоров с Елизаветой Петровной и многочисленных делегациях в Петербург с целью присоединения Осетии к России и ожидании, бесконечном и гнетущем. Осетины ищут дружбу у русских, а коль найдут, будут ею дорожить. Хотят они быть рядом не только жилищами, но и сердцем с Россией. Территория, которую разрывали на части иноземные завоеватели и междоусобицы, искала в лице могущественной державы, друга и защитника. Сколько бы времени ни прошло, одно остается неизменным. Между строк исторических событий написаны судьбы людей. Роман именно о них, о матерях, потерявших сыновей, о женах и детях, о счастье, неотделимом от горя, о любви, зависти и ревности, о жизни с ее несправедливостью и сложностью. Величественный Зураб Елиханов, Эба Кисаев и его брат Хангири, жаждущий власти, Госада, ставшая между двух огней, между двух братьев, молодой Бази, который влюбляется в русскую девушку Анну, ее отец Прохор, который относится к гостю как к сыну. Множество сюжетных линий и судеб искусно переплетены автором в одну историю, и повествование проходит словно кинолента, кадр за кадром, вызывая улыбку или заставляя спешно смахивать набежавшие слезы. Две культуры, абсолютно разные, соприкасаются и начинают невольно взаимодействовать друг с другом. Слог повествования переходит от степенной горской выдержки до свободной и шумной российской души. «Послы гор» — это путешествие. Путешествие от склонов Кавказских гор до дворцов Петербурга. Путешествие в душу каждого героя романа и его переживания. Трилогия делится на самостоятельные романы «Послы гор», «Ожидания» и «Месть». В одном из своих интервью Василий Цаголов признался, что назвал бы каждый из трех романов «Послы гор». Однако для меня ключевым останется слово «ожидание», которым буквально пропитаны строчки произведения и которое не отпускает до последней перевернутой страницы. Читать или не читать, спросите вы? Конечно, читать. Читать, потому что эта книга – одно из доказательств прошлого великого остинского народа. Читать, потому что наша память – это единственно верное, что остается перед встречей с будущим. Найди свою книгу.